Александр Владиславович, одно из наиболее негативных экономических последствий пандемии – это сокращение числа рабочих мест и рост безработицы. Можете ли вы проиллюстрировать цифрами, какой урон мы понесли весной прошлого года в период наиболее жестких ограничительных мер, и восстанавливается ли баланс на рынке труда сейчас? Действительно, когда мы говорим о рынке труда, мы всегда должны понимать, что есть некий в мировой экономике и в российской тоже лаг запаздывания, когда если что-то ухудшается в экономике, то спустя 2-3 месяца это ухудшается на рынке труда. Поэтому, конечно, максимальное количество безработных граждан у нас было не прошлой весной, когда только начали ограничительные меры появляться, а тогда, когда люди, которые пострадали из-за их ведения, вышли и зарегистрировались как безработные летом прошлого года. И если год назад, в этом же феврале 2020 года, у нас было около 6,5 тысяч безработных, то, к сожалению, к августу их количество увеличилось почти до 20 тысяч. Сейчас ситуация медленно, но исправляется. Количество безработных уже меньше 12 тысяч человек. И задача, которая поставлена перед органами власти, перед нами и президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, это к 4-му кварталу достичь восстановления уровня занятости первого квартала 2020 года. То есть к концу 2021 года принять все меры, чтобы безработных было не более 7 тысяч человек.